друзья! Сегодня у нас несколько необычная для рубрики «Автограф» телевизионная передача, так как герой нашей передачи не с нами, он далеко на Апеннинском полуострове, исполняет свой государственный долг, будучи назначен чрезвычайным полномочным послом Республики Казахстан в Италии. Лингвист по натуре, инженер-геолог по образованию, поэт Божьей милости. Сегодня я приглашаю зрителей на одну из моих бесед с Алжасом на берегу Алма-Атинки, где мы вспоминали нашу молодость и как бы подводили итоги нашей 40-летней с ним дружбы, имея нервом беседы самый общий круг вопросов, от теории стихосложения до гражданского устройства нашего народа. Нам с тобой повезло, что мы в этот переломный какой-то, очень важный для всего человечества этап истории живем, размышляем, вот исход столетия, исход второго тысячелетия, через несколько лет начала третьего тысячелетия человечества. Звездные часы. Звездные, они туманные, они бывают и слякотными. Наши отцы с тобой родились в конце прошлого столетия. Они начинали 20 век, и они ушли, не дожив до нашего с тобой возраста, в 36-м, 37-м году. Ушли молодыми, полными замыслов, которые мы с тобой должны были осуществить, овеществить. И мы старались. И наше поколение, как раз поколение, чьи отцы были расстреляны этим веком, мы должны были рассказать ту правду, которую они постигли. Я считаю, что мы живем полнокровной такой, очень насыщенной страстями, раздумьями, жизнью. Вот. И мне кажется, что мы кое-что сделали в этой жизни. А для нас, вот, людей литературы и искусства, прежде всего, итогом наших, результатом наших деяний является человек, который слушает тебя и преобразуется вместе с тобой. Потому что любая влага, влитая в кувшин, спешит обретать форму кувшина. Да, принять его литую форму. Так слово, проникая вглубь души, ей сообщает собственную форму. Так в мир входя, мы изменяем мир. Мир — оболока, мы его основа. Мой мир, рябясь, морщинясь, как эфир, приобретает очертания слова. Вот это мне посчастливилось увидеть и осознать, и понять. И написать. Да. Придать форму. Да. Я видел реализацию своих идей, своих мыслей в живых образах, в человеке, так сказать, устройстве этого мира, потому что все, что мы вот сейчас переживаем, мы так или иначе готовили. Ну, движение участвовали. Балакинского. Да. Не только. И эта вся перестройка была подготовлена, может быть, литературой, культурой. Вот. И не наша вина, что она вот так пошла наперекосяк, эта самая перестройка, потому что архитекторов-то не привлекли к воплощению, а сразу позвали прорабов. Без проекта начали эту самую перестройку делать нашего здания. И пришли к разрушению в итоге. А мы хотели действительно усовершенствовать это здание, сделать его более гуманным, приблизить к человеку, к запросам, к мечтам его, соразмерить как бы вот этот наш мир
гармоничный, который мы создавали в своем воображении, вот, чтобы он совпал с тем образом мира, который должен быть на этой земле к исходу 20-го столетия. Вот так. Когда мы говорим о советском периоде, то сейчас принято как-то огульно и его отрицать, весь проклятый советский период. С этим я не могу никак согласиться. Потому что в этот период были действительно и тяжелые времена. Я вообще его делю на два периода. Это сталинский период до середины 50-х годов. Вот там я с этим, со многим не соглашаюсь. Многое вызывает во мне протест. Прежде всего, то, что вся интеллигенция была уничтожена, уничтожалась. Там все управлялось ревнивым и очень таким злобным характером вождя. Потом началось возрождение. Медленное, постепенное возрождение, отход от этих традиций, отход от этих форм классовой, так называемой борьбы. И именно в этот период мы начали осознавать себя, начали взрослеть. Это был наш период. Мы в этот момент завершали свое образование. Мы узнавали мир, мы выходили за пределы даже границ Советского Союза. Я вот в 1961 году, еще студентом литературного института, впервые попал за границу, и сразу в Америку, и сразу во Франции читал стихи. «Земля, поклонись человеку, твой Бог, я», понимаешь. Сносил богов, создавал эти реки, и ветер швырял в моря. Ты, земля, поклонись человеку, твой Бог, я. Матерью степь мы называем. Мы все, что дорого, величаем твоим именем. Женщина, Родина, женщина, история, женщина, честь, отвага, поэзия, женщина. Художник свободу рисует женщиной. Трава, лужайка, погода, женщина. Небо наполовину женственно, даже мужественность моя. Может быть, поэтому женщины у мужских изголовий стоят. Даже честь и тревога, женщина, слава, смерть и тревога, женщина. Я люблю тебя, жизнь. Беспокойная жизнь, потому что ты добрая женщина. Я рожден в стране, где живут воедино
все части света. Есть и запад, восток, и север в стране поэтов. Есть края, где не знают обычных сибирских морозов. Есть края, где не знают аральского знойного лета. Где другие границы между частями света? Океаны не покидают землю, они верят. Солнце сердцем бьется в земле, оно верит. Мы сами себя для жизни растим. Мы ведь тоже верим, что нет востока, запада нет. Нет у неба конца, нет востока, запада нет. Два сына есть у отца. Нет востока, запада нет. Есть восход, есть закат, есть большое слово «земля». Большое на всех языках. Люди, граждане всей вселенной, гости галактик, хозяева шара, вы не хотите пропасть бесследно. Живите, живите, живите шаром, живите, люди, живите, люди. Вы совершили свой первый подвиг, преодолели земную тягость, чтобы потомки это запомнили. Преодолейте земные тяжбы, реки, спаивайте поля, города, вставайте в заре. Пусть как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Мы найдем, мы должны найти все ответы на тот вопрос. Путь земной, продолжение пути до сегодняшних взятых звезд. Алжас стремительно набирал силу как поэт и стал вровень со своими друзьями Евтушенко, Рождественским и самым большим своим другом Андреем Вознесенским. Алжас, сотрясение семечки, но сплевываешь себе в лицо, когда 36-70 летит через колесо. Бедная твоя мама, бежала руки ломая. Алжас, не седлай, а ты, сегодня звезды не те. А враги наши купят свечку и вставят ее в зоб себе. Мы живы, Алжас, мы вечно будем в седле. С подачи крученые все мечи, таких никто не берет. Полетный переворот, а сотрясение семечки и только потом рвет. Так вот, я желаю Алжазу, чтобы вот эти крученые мечи продолжались, чтобы мы вечно были в седле. Алжас в свое время говорил, что самая отличительная черта поэта – нетерпение. Творческое нетерпение человека, который хочет сегодня, сейчас вмешаться и мгновенно отреагировать на несправедливость. Мне вспоминается, как бурно переживал наш курс Литинститута остракизм, затеянный Союзом писателей СССР по поводу исключения Леонида Пастернака из членов Союза. Конечно же, студента Алжаса Сулейменова никто бы не пропустил на закрытое заседание Союза писателей СССР. Но Алжас пристроился к Мариетте Шагинян, которая ехала в инвалидном кресле, и, помогая ей, сумел пробраться на это закрытое заседание, и потом вечером с возмущением рассказывал нам, как топтали и как издевались над великим поэтом земли русской. Что такое лишнее? Попробуйте постоять на кромке горной пропасти. Каждому из нас дано быть ближним. Не оценишь, если не был лишним.
Каждому из нас придется это испытать. На то мы и поэты, чтобы мерить мир единой мерой, образом своим, как время эрой, час или минуту, только эрой, словно правду слов ничтожных, верой. Мы бываем часто чудаками. Ах, сказать непросто, вы посмеетесь. Человек ударился о камень, чтоб ногой проверить междометия, право от восклицаний, право слога заслужить. Вот исполнение долга человеческого. Не спеши, пусть смеется тот, кто сам смешит. Право жить. А надо ли это право? Моя мама, благородней правды, кто нас наделяет правом жить? Те, кто слева, спереди или справа? Удивляюсь и сопротивляюсь каждому, кто разрешает мне пить из родника и видеть стаю грустных птиц в прозрачной вышине. И уже тогда Алжас серьезно начал интересоваться историей своего родного народа. И первые попытки в этом плане была его статья о тюркизмах в слове о полку Игореве. Статья наделала очень много шума, но потом из нее через несколько лет родилось знаменитое произведение Алжаса «Аз и я», в котором он, на мой взгляд, логично и доказательно высказал две ценнейшие мысли. Это, во-первых, то, что связь Древней Руси с Великой степью, с Дешты-Кипчак, была основой жизни русского этноса на рубеже 2 тысячелетий. И вторая мысль, которую многие исследователи книги «Азия» упускают из виду, было то, что Алжас в своей книге лишний раз доказывает подлинность слова о полку Игореве. В древности был такой обычай: если войско терпело поражение или победу, на родину посылались гонцы. В случае победы гонец с красным флагом. Его одаривали. В случае поражения с черным флагом. Его по прибытию в пункт назначения казнили. И я вот задумался, какие же люди соглашались быть черными гонцами. Каким надо обладать и мужеством, и любовью к родине, чтобы пойти на верную смерть, не свернуть с этого прямого пути и принять заслуженную по традиции кару. Перелески, холмы, задыхается конь, без дорог, напрямик, мчит веселый гонец, под соленой корою застыл на лице. Он сменил 5 коней, 5 коней, 5 коней, бросил кожаный шлем, бросил кожаный щит, меч остался в полыни, копье в ковылях, лук бухарский в песках Муянкумов лежит, и ржавеет кольчуга в хлопковых полях, только знамя в руке. Полуголый гонец, знак победы, багровое знамя не бросил. Это знамя дало ему 7 коней, 7 коней, 7 коней, тонконогих и рослых. Это знамя поило раном его, на привалах валило под ноги баранов. Беки жарко дарили ему, ого-го, лучших девушек, плачущих, но не упрямых, но веселый гонец на привалах не спал. Здравствуй, город, прославленный орыками, поздравляю с победой.
Тогда он упал, закрывая лицо руками. Ваша радость, народ, это слава его. Пусть о нем говорят на орлиных охотах. Слава, слава гонца, громче славы бойца, где-то павшего без вести за свободу. Тише, люди, хрипит, задыхается конь, без дорог, без сапог, огибая кишлак, мчит угрюмый гонец. Он ушел от погонь, на копье раздувается черный флаг. Флаг жалеет его. Не спеши, не спеши головой отвечать за бесславный конец, за измену Сигуна, за трусость Патши. Разве ты виноват, что ты черный гонец? Разве ты виноват? Враг идет без шатыр, он 100-тысячным топом линчует аулы, пот съедает глаза, конь хрипит. О, Батыр, лучше б ты под копьем умирал Есаулом. Ты хотел, так хотелось быть красным гонцом, перед женами матерью, перед отцом ползать, плача от счастья, дары принимать. Прячься, глиняный город, прячься, мать. Дед, кончай свою долгую жизнь, не тяни. Пока честен, влетай в свое небо стрелой. Жены, жены, бросайте детей со стены, пейте яд, обливайтесь кипящей смолой. В 21 веке хотя бы уже начать материализовывать метафоры 20 века. А ведь социализм – это великая метафора. Равенство людей, народов, независимо от религии, расы и прочее, прочее. Это великая метафора, но как она ложно использовалась. Когда-нибудь, может быть, в том же 21 веке основные постулаты этой идеи, теории обретут вселенские масштабы, может быть, утвердятся в большинстве государств подлинно демократически. Сейчас мы разрушаем до основ то небольшое социалистическое, что все-таки ценой больших потерь, жертв, драм, трагедий у нас удалось осуществить. Да. Собственно, действуем по старому большевистскому принципу. Мы разрушим до основания, а потом Затем, будем... да. Так вот они разрушали капитализм до основания, а капитализм есть база социализма, считалось. Конечно, и когда разрушить капитализм, значит опять ухнуть в феодализм. Вот так и ухнули. Сейчас опять новый этап начинается. Разрушение основ социализма. И мы ухаем куда? Не в капитализм, потому что капитализм тоже разрушен был, а опять в феодализм тот же самый. Конечно, я бы хотел, чтобы наш Казахстан вливался, как бы интегрировался, объединялся со всем остальным просвещенным миром, цивилизованным миром, где понятие демократии – это не пустой звук, не ширма, где понятие гуманизм – это не какая-то побрякушка, вот, а осознанное, овеществленное, материализованное, где отношение к человеку так же, как отношение к траве, к земле, ко всему живому должно. Это мы все сообща должны вырабатывать. Нет такой в мире страны, сейчас такого островка, на котором бы подлинная демократия была, вот, подлинный гуманизм во всех своих пышных формах расцветал. Такого нет, конечно. Но в той или иной степени приближенные вот к этому идеальному состоянию есть страны, есть. И вот их бы брать в пример себе, их опыт учитывать. Я думаю, что если мы выйдем вот из этого века без очередных потрясений,
Если мы не ознаменуем век фейерверками, понимаешь, конец века, очередными фейерверками и кровопусканиями, то мы сможем, наконец, дать людям осуществить шанс, использовать шанс, который, может быть, дается раз в тысячелетие, а может быть, первый раз вообще в истории казахов, по крайней мере, стать цивилизованным, добрым, гуманным, хорошим обществом, где человек ничего бы не боялся, не страшился бы себе подобных, где помогали бы друг другу люди, так, как хотели это все поэты всех народов всегда. Что касается лично меня, я сегодня хотел бы признаться вам с экрана, что я благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность жить и работать рядом с Алжасом, за то, что он называет меня своим другом.